Всем привет, друзья! Сегодня ко мне в гости пришел дядь Вань. Ну, он как в гости пришел? Он дрова помогает заносить на УАЗике. Дрова заносим. И зашел там чай попить, да что да вот. Думаю, дай-ка я включу камеру и поговорим на камеру. Просто он стесняется немножко, но ничего, я его разговорю, как говорится. Потому что во многих фильмах мы видим часто дядю Ваню, дядю Мишу, оба они стесняются, там и старший брат тоже ничего, вообще на камеру категорически отказываются сниматься. Но сегодня я дядю Ваню поймал, сегодня, как говорится, на кухне на нашей, на съемочной площадке. Вот. Немножко расскажу, ну, вкратце. Вот. Дядя Ваня всю жизнь работал водителем, всю жизнь. Вот. Сколько стаж-то, дядя Ваня? Работал 38, наверное. 38 лет, говорит. Ну, где-то 40, но... Общий стаж где-то 48 будет, наверное. Общий стаж шофера, да? 48 лет. Да, в июне. В июне будет 48 лет. Вот как он выучился на шофера. И всю жизнь он работал. Работал в лесопункте, работал в совхозе. В армии был тоже водителем, на Целине работал. 2 раза ездил. На Целину 2 раза, говорит, да погромче говори. Не отворачивайся от зрителей, не отворачивайся. 2 раза на Целину ездил, да? Да. А что там, хлеб возили, да? Да, зерна. Он, это в армии он служил тогда. Это получается у вас автобат был или что это? Да. Автобат, да? Вот. Всю жизнь вот за баранкой. И до сих пор сейчас за баранкой. Уже на пенсии, но, как говорится, вот нам очень помогает вот именно во многом в этих делах. Когда ты учиться-то поехал? В каком году это было? В 76-м. Мне тогда 4 года всего было. В 76-м, значит, поехал... Нет, в 75-м. В 75-м, да? В 76-м, 75-м, да. В далеком 75-м году СССР поехал, дядя Вань, значит, даже не поехал, я думаю, а поплыл. Нет, поехал. Зимой, что ли? Да, самолетом. Ну, полетел. Да. У нас в то время СССР летали самолеты, вот этот кукурузник летал 3 раза на дню, полетел учиться. А весной у нас ездила вот эта Заря, теплоход Заря, и на нем ездили, ну, до Сыктывкара там у нас 200 километров примерно, грубо говоря, ну, 180-200, вот так. И вот с того времени, все время я еще работал водителем. После армии вот приехал, там вот случай расскажу, после армии приехал и взяли его в совхоз, да? Да, директора возил. Он говорит, что директора возил. Я помню, он директора возил при мне уже, но это уже российские времена, так после перестройки. А вот он после армии, значит, это получается, это годы, сколько там, в 77-м, 78-м. Ну, где-то так, наверное. 78-й, 77-й, 78-й. Ну, где-то так, наверное. Если по подсчетам в армии служили 2 года. И вот он мне рассказывал, вот сам ведь на камеру не расскажет, а вот я расскажу. Говорит, это самое, поехал вот он с главным, механиком, куда поехали-то? В город. Коткорос. В районный центр Коткорос. И на обратном пути застряли. Дорога ужасная была, да? Механик это самое, по дороге обратно. Механик вышел там, вышел. Механика звали, нившевские знают, Васиван, так и называется Васиван. Это получается Иван Васильевич. Такой строгенький был мужичок, давай. Очень строгий даже. И я помню еще его, но уже когда он пенсионер, он воевавший, воевал даже. И вот он вышел, а этот водитель, молодой пацан там сидит за рулем. И он что-то задумался, говорит. Капот я открыл, сзади закрыл.
А. Вышел, не заметили я его. Короче, вот он рядом же сидел, наверное, да? Да. Вот рядом. Темно было, там песок, все. ГАЗ-69 был, да, машина? Ой, А, у вас же 469 да, уже? да. Вот. Он открывал капот, сел в машину, в кабину и не посмотрел, что рядом нету механика, и поехал дальше. А вы, чтобы вы представляли, в чем юмор-то? Там дорога это, ночь, дорога, а зима или что было? Зима. И зима. Песок, дорогу только делает и песок. И на многие верста никого, ничего нету. Все. И этот едет. А начальство-то осталось на дороге. Вот. И говорит, опомнился, возвращаюсь назад, а начальник говорит, руки сложил сзади спины и идет, тебе голову опустил и идет. Наказал-то нет как-то? Нет. Нет, не наказал. Если я вставил, говорит, здесь хорошо бы было. Вот такой случай у дяди Ваня был. А что ты чай не пьешь? Дверку и хлопнул, чуть ли машина не повернул. А, что ты чай не пьешь? Так, Пей, шанги кушай. Вчера был, сегодня у нас, ну нет такого, как такого праздника, но вчера был день 40 святых, что ли, да? 40 секунд. Ну, 40 сочней надо было кушать. Я не знаю, как по-правильному называется этот праздник, по-церковному. Но 40 сочней. Вот теща моя прислала сочни картофельные к этому дню. И у нее еще вчера был день рождения, там Маша поздравляла ее. Ну, и я тоже поздравил, и сейчас поздравил тоже. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Теще стукнуло 70 лет. Циферка не маленькая тоже. О. Мама, с днем рождения! У мамы сегодня день рождения, мы все сидим за столом. Ну, это, как сказать, поступление такое от нашего видео. Что ты чай не пьешь? Пей чай с сочнями. Пью. Вот. Ну, что еще про дядю Ваня? Почему вы часто его видите? Он, получается, дядя Вань, муж моей сестры Нины. Вот. И поэтому мы живем как бы в одной, ну, у него свой дом, конечно, и это самое. Помните, я рассказывал на видео, комната молодожен в родительском доме, вот они там жили тоже. Там, а сейчас у них свой дом, это какой год-то построен дом-то? Да, я их не помню. А перешли, я в армии был, наверное, где-то в 91-м, наверное, да? Да. В 91-м свой дом перешли, вот они живут там, в местечке Нипе. Это место такое, Улус-Нипе, да. Вот. И поэтому, как бы вы его часто видите в моих видео, потому что это одна семья, одной семьей и живем. Все проблемы решаем вместе, все, ну, так сказать, беды и невзгоды, и радости, все у нас вместе. Ты не уходи из кадра, с котом-то успеешь еще, малышка там играется, балуется. Вот. Сам, может, что-то добавишь тоже? Нет? Я не... Вот стесняются наши. Ничего не надо готовиться. Все интересное происходит, когда спонтанно спрашиваешь, снимаешь, без подготовки, без ничего. Вот так. А у нас сегодня заканчивается там дрова заносить. Ну, сегодня, наверное, один раз занесешь, да? Или пару раз? Два надо. И все потом, как говорится, дрова принесли. О, тебе звонят. Наверное, вызывают уже. Да. Виктор, Сергей. Да. Ну все,
Дрова загрузили, да? Да, да, да. Чай-то не успел попить. Сейчас зайду на... Ну, сейчас машину занесет и Вот уже ничего там, не- короче, почему так случилось, что сейчас дяде Ване сделали недавно операцию, буквально даже пару недель чего прошлого. Он не грузит, он просто машиной заносит дрова. Вот сейчас позвонили ему, он выйдет, машину подведет к поленице и все. И потом уже, как говорится, обратно зайдет. Но я на этом уже этот коротенький такой рассказ о дяде Ване закончу и видео буду заканчивать. У меня чай, наверное, тоже уже остыл, я что-то отвлекся. Так-то мы еще чай собрались пить, дядя Ваня. А не остыл еще нормально. Сочными шанишками. А потом, что еще? Ну, из новостей-то у меня в деревне что? Как такого по деревне я в эту зиму очень мало ездил. Все-таки сказались последствия коронавируса, и я дожидаюсь тепла. Сейчас вроде бы и тепло, но очень сильный ветер, и не стоит рисковать этим, ну, здоровьем то есть. Что у нас происходит в этом? Занесли дрова. В этот год успели, дорога не испортилась пока еще. Успели еще, поленица полная. Там немножко дров остались, ну это уже будем складывать, когда вот спереди окна, там расчистится, площадка, снег растает, и туда немножко уже сложим. Ну и говорил, что у тещи был день рождения, и поздравил ее с таким с крутой цифрой, 70 лет, конечно. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни. Это вчера Маша ходила туда. Я не могу туда по причине того, что, ну, как я туда, там не оборудовано ничего, пандуса нету, как я туда, ну, от души там по телефону, да все, Лидию Кузьминичну поздравил от души. Еще новости такие небольшие с нашей деревни, ну что там, как и везде, пропал, ну, как говорится, сахар. Сахара нету, вот это из плохих новостей. Дальше исчезла бумага, офисная бумага, вот это снегурочка на принтере, которая идет. Я не знаю почему, нету ее. Еще там соль там берут, сахар тоже, сахар его нету, там в магнитах, пятерочках появляется, на минут 20 и уже его тоже нету. Что-то говорят, что и соль тоже хватают, и туалетную бумагу, не знаю, что-то люди с ума сошли все. Я не знаю, офисная бумага, это что, и им запасаться. Думаю, и цены взвинтили, там говорят, местами где-то до 2000 пачка стоит. Вот эта пачка, которая стоила там 270-300 рублей от силы. Это уже 300 рублей, это дорого казалось. Сейчас она продают перекупщики по 2000. Ужас, ужас. Вот это из плохого. А что потом? Животный мир у меня, Умка, живет, воет, гулять просится. Игрушка у нее поломалась, поросенок надо будет докупить. Малышка живой, живет дома. Барсик там все чаще уже на улице выходит, чувствует тоже весну. Вот. В остальном все хорошо. Чего и вам желаю, друзья. Ладно, на этом такое видео, сегодняшнее видео буду заканчивать. Поболтали, немножко рассказал о дяде Ване и о наших новостях с деревни. Вот так. Еще хочу прямо на видео сказать спасибо Олегу. А за что спасибо? Потому что он давал свою машину не заносить дрова. Вот Олегу, нашему нивширскому тоже блогеру, машину дал в пользование, дядя Ваня уже как бы заносил дрова. Вот так. И все, заканчиваю. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Это слова Маши, конечно. Это запатентованные слова Маши. Но я немножко использую. У меня сидит
на окне малышка и смотрит в окно тоже, как и я. Вот так. Что-то дядя Ваня долго не стал заходить, но стесняется. Я как могу уговариваю? Я не знаю, вот простые люди, да. Это же интересно, вот то, что вот не какие-то, ну вот они просто всю жизнь работали в лесопункте, в совхозе, там, всю жизнь баранку кутил, на автобусе людей возил, на КамАЗе работал. На КамАЗе работал, дядя Вань, это самое, и на грузовом, и, ну вот, лес возил, и пассажирском, такой кун был, людей рабочих возил. Вот они все, вот эти простые люди, все не привыкшие к простым беседам. Ну, на камеру имеется в виду. Так-то он очень разговорчивый, очень даже. Вот так, не очень. А получилось потому, что сумбурно так получилось, потому что вот он зашел, и я говорю, да я тебя поснимаю, дядя Вань, пожалуйста. Потому что ты очень много на моих видео, а люди некоторые не знают, почему и как мы близки так. Вот так. Малыш! Цветок хочет кушать. Перестань! Нельзя! Кш! Не ругайся! Я не знаю, на звук попал или нет. Он ведь ругается, когда я его ругаю. Вот ведь ругается. Ладно, друзья, все, пока. Пока-пока, до новых видео.